Вот уже 5-й год проходит республиканский конкурс детского рисунка «Пушкин, Тукай и Карим». И с каждым годом здесь появляются все больше и больше новых участников. В Уфе подвели итоги конкурса рисунков «Пушкин, Тукай и Карим». В этом году мы отмечаем столетие великого поэта Мустая Карима. Быть может, поэтому количество участников в разы больше. Но, кстати говоря, художники примерно в равных частях изобразили героев произведений Александра Пушкина, Габдуллы Тукая и Мустая Карима. Что нужно сделать, чтобы попасть в этот конкурс? Нужно нарисовать работу победителя, но это не так уж и легко. Мы за 2 часа попытались что-нибудь достойное нарисовать, но в итоге уехал глаз, губа, и совсем штрихи неправильно нанесены. Можешь рассказать, о чем твой рисунок? На рисунке изображена Суанасы из произведения Габдуллы Тукая «Суанасы». На картинке она стучится в окно Малаю, который украл ее гребень, когда она расчесывала свои волосы. Пушкин, Тукай и Карим – поэты не только разных народов, но и разных временных эпох. Они работали на разных языках, но писали по сути об одном – о душе человека. Быть может, поэтому на таком душевном награждении не только юные художники, здесь все, кто неравнодушен к своей культуре. Как вы думаете, обращаться к творчеству народных поэтов – это до сих пор актуально? Мне кажется, это очень актуально, потому что если даже все сейчас в телефонах, в интернете, все равно русских, наших, башкирских и татарских поэтов никто еще не забывает. Их любят и читают их произведения, потому что это как бы база, классика, которую нужно знать, мне кажется. Этот конкурс помогает не только как бы начать рисовать, они же чем-то вдохновляются, чтобы это нарисовать, поэтому им приходится читать эти произведения. Помимо танцев на празднике прозвучали песни разных народов. Победителям вручили памятные дипломы и подарочные сертификаты в книжный магазин. Ведь в книгах мы черпаем не только знания, но и вдохновение, и не только для рисования. Насколько бы разными не были судьбы этих поэтов, их объединяет любовь к родине. И очень здорово, что в 21 веке мы, подростки, не забываем о них. Анастасия Тарасова, Наиль Гайруллин, специально для «Горы новостей».